Министр иностранных дел Канады Мелани Жули в своем выступлении в парламенте заявила, что поддерживает инициативы по борьбе с нарушениями прав человека в отношении уйгуров и внесет свой вклад в привлечение уйгуров в Канаду. Министр также затронула уйгурский вопрос в своем выступлении перед депутатами по поводу отношений с Китаем. Подчеркнув, что вопрос уйгуров чрезвычайно важен в стратегии, министр сказала: «Я знаю, что Самир Зубири работает над этим вопросом. Как правительство мы поддерживаем предложение по устранению нарушений прав человека в отношении уйгуров, которые Организация Объединенных Наций называет преступлениями против человечности, и мы внесем свой вклад в возвращение уйгуров в Канаду». Мелани Жули также подчеркнула, что уйгурский вопрос является беспристрастным, и сказала: «Я рада, что все поддерживают это предложение». 5 мая уйгуры протестовали перед посольствами и консульствами Таиланда в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, а также Монреале и Торонто, требуя освобождения уйгуров, уже 10 лет содержащихся в лагерях беженцев и тюрьмах Таиланда. Во время протеста скандировали следующие лозунги: «Пусть уйгуры в лагере будут освобождены, никогда больше не умирают», «Таиланд прекратит поддерживать политику геноцида Китая» и «Прекратите задерживать тайских уйгуров на 10 лет». Протестующие также потребовали, чтобы США привлекли Таиланд к ответственности за уйгуров, погибших в тюрьмах этой страны. Вторжение Китая под предлогом китаизации Восточного Туркестана, адаптация религии ислама к китайскому социализму и так называемые подпитки Синьцзяня через китайскую культуру продолжается. 1 мая в рамках политики систематического геноцида в древнем китайском городе Токсу в провинции Аксу состоялась церемония открытия парка культуры Тангаши-Тутукбей. Доклад под названием «В ловушке. Расширение практики запрета на выезд в Китай» был опубликован правозащитной организацией Safeguard Defenders. Согласно отчету, Китай ужесточил запреты в отношении правозащитников и членов их семей, а также распространил законодательство на любое лицо, находящееся под следствием. Во вторник организация Safeguard Defenders объявила, что количество запретов на выезд в базе данных Верховного народного суда увеличилось с менее чем 5000 в 2016 году до 39 тысяч в 2020 году. На Шри-Ланке рухнула огромная сеть онлайн-мошенников. Члены этой банды, ограбившие миллионы людей по всему миру, являются гражданами Китая. По данным источников The Economic Times, власти Шри-Ланки задержали более 30 китайских обвиняемых, причастных к онлайн-мошенничествам в прошлом месяце, в соответствии с предупреждением Интерпола. Обвиняемые прибыли в Шри-Ланку по туристической визе и были арестованы в провинции на западе страны. Репортер, который задокументировал первую вспышку ковид в китайском Ухане, был приговорен к 3 годам тюремного заключения. Фан Бинь и его коллега опубликовали подробности пандемии в интернете и в социальных сетях в начале 2020 года, поставив в неловкое положение китайских чиновников, которые подверглись критике за свою неспособность контролировать вспышку. Таким образом, Фан Бинь был приговорен к 3 годам тюремного заключения за споры и причинение неприятностей, расплывчатое обвинение, обычно используемое против политических оппонентов Китая.